Франшиза тачек подарила нам множество запоминающихся персонажей, которые отличаются от других выраженными чертами характера. Например, это тот же Маккуин и его друг Мэттер, Салли. Но в этом видео мы остановимся на таком персонаже, как Док Хадсон. Его мудрость, показанная в мультфильме, стала эталоном для многих фанатов франшизы. Как и у некоторых других персонажей, у Дока есть своя интересная предыстория, которая может оказаться довольно интересной для поклонников этого героя. Именно для таких, а также для простых любителей мультфильма, я решил создать такое видео про Дока Хадсона. Всем привет, с вами Фабрицио. Сегодня я вам расскажу о предыстории Дока Хадсона. Погнали! Я думаю, каждый из вас знает, кто такой Док Хадсон, но вкратце напомню. Это гонщик Кубка Порше 50-х годов. Был рекордсменом побед, а также трехкратным победителем в этом турнире. Карьера для гонщика завершилась в 1954 году, когда после аварии Доку не дали шанс на продолжение спортивного дела. Переехав в Радиатор Спрингс, стал мэром, доктором, судьей города, а также спустя время наставником Молнии Маккуина. К сожалению, Док скончался в 2009 году. Теперь перейдем к самой предыстории. Она будет взята из комиксов журнала «Тачки». Что ж, начнем. Помните ли вы главный маневр Дока Хадсона? Да-да, я имею в виду управляемый занос. Именно за счет него Хорнет выигрывал многие из его гонок. Уже после завершения карьеры Док обучил Молнию выполнять этот маневр, с помощью которого Маккуин отлично показал себя перед спонсорами во время гонки в Калифорнии в конце Тачка 1. Так вот, в одном из таких комиксов, а именно в «Опасный занос» из 10-го выпуска за 2017 год, было показано, как управляемому заносу научился сам Хадсон Хорнет. Изначально у Дока ничего не получалось, и он часто терял управление. Как ни пытался научить его выхлоп, результатов все не было и не было. Во время одной из тренировок они заметили машину. Оказалось, что у нее отказали тормоза, а впереди была стена, в которую автомобиль мог бы врезаться. Вдруг Док решил выполнить тот самый не поддающийся ему занос, чтобы спасти машину. Хадсон всячески себя пытался успокоить, чтобы выполнить все правильно. И ведь получилось. Док маневром перетащил шины и перегородил дорогу. Автомобиль поблагодарил Хорнета, но и гонщик ответил взаимно, ибо с его помощью он научился делать управляемый занос. Следующий приведенный мной комикс появлялся в 3-м выпуске за 2021 год и имел название «Интересный экспонат». История начинается с разговора Молнии и выхлопа. Маккуин удивляется от различных вещей, которые есть в музее, но Смоки решил рассказать поподробнее об одном, самом интересном экспонате. Однажды, во время первой официальной гонки Дока, небольшой ляп в этом комиксе состоит в том, что Лерой Хеминг никак не мог появиться на первом соревновании Хадсона. Ну, давайте попросту забьем на это. Новичок уверенно показывал себя на треке, но вдруг к нему примчался гонщик под 300-м номером. Лерой немного подрезал Дока. Оказалось, что у Хорнета из-за столкновения почти открепился бампер, и ему пришлось продолжать гонку с особой осторожностью. Но долго это не продолжалось. Новичка вновь подрезал Лерой, но не все так просто. Бампер все-таки открепился и помешал Хемингу завершить гонку. По итогу Док выиграл, а выхлоп оставил открепившуюся деталь как воспоминание о произошедшем. Под конец же приведу вам комикс «Не сдавайся» из 11-го выпуска за 2017 год. Он является сокращенным вариантом истории из книги World of Cars. Что ж, начнем. После той аварии Док был очень печальным. От досады он пытался скрыться от шумихи, но у него ничего не выходило, его все равно узнавали. Даже когда Хадсон перекрасился, ничего не изменилось. У него все так же пытались попросить автограф. Однажды Док решил скрыться туда, где его точно не найдут. По дороге он увидел табличку с надписью «Выбери правильное направление в жизни». Хорнет решил повернуть в ту сторону. Он увидел Филиппа, персонажа из нового сезона. Автомобиль явно выглядел неважно, и Док решил помочь ему. Оказалось, что дело было в катушке зажигания, и Хадсон вылечил его. По итогу Док решил стать доктором, поступив в институт механики. На этом приведенные мной истории заканчиваются. Это было продолжение рубрики и предыстория. Пишите в комментариях, разбор на какого персонажа вы хотите в следующем видео. Прощайте.